В день рождения Эжвы в каждом конце района многолюдно. Сразу несколько квест-площадок приготовили организаторы праздника. Причем самых разных. Гонки на радиоуправляемых моделях, технопарк и даже игра в настоящие снежки у Ледового дворца. А еще выставка необычной техники. Мы экспериментируем. У нас следующий год – это год юбилейный для Эжвы, 55 лет. И мы тоже пытаемся найти что-то новое, в том числе на будущее. Традиционно день рождения Эжвинского района проходит как праздник семейный, но с нотами инноваций. Нанотехнологии можно увидеть даже в волосах. Лучшие стилисты-парикмахеры района создают на головах детей прически будущего. У нас тема была «Нанодетки». И отсюда мы решили, что это дети будущего, это космос, это какие-то новые технологии. Да, и отсюда так и родилось. Мы разобрали машинки, пульты. Показать свою ловкость и проверить уровень физподготовки, да еще и за призы жители Эжвы могут, пройдя задание спортивного квеста. 100 человек в час – неплохой результат. 7 этапов. Это и ГТО, и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Получают маршрутную карту, зарабатывают баллы, либо утешительный приз, либо суперприз. Это абонементы в спортивные учреждения Эжвинского района. Эжвинцы учатся играть на барабанах и показывают знания истории родного района. Игроки подходят, берут кубик, кидают. Из выпавшего номера, сколько выпал номер, столько и шагают фишечкой. Если попадают на места туристического Эжвинского района, отвечают на вопросы. Многолюдно и на улице Мира. Здесь школьный базар и выставка-продажа изделий местных мастеров. А еще эжвинские дачники могут прикупить садовые растения. В этом году еще ягод малины не было, поэтому решили приобрести, обновить. А Слободская площадь, как всегда, становится центром народного творчества. Здесь выступают коллективы, а также проходят мастер-классы по изготовлению цветов. Мальчишек ждут средневековые бои на мечах. Любители музыки прямо на улице могут научиться игре на гармошке. Инструктирует Александр Фотин. Сам он взял в руки музыкальный инструмент всего 3 года назад, но уже достиг хорошего уровня. Причем в его арсенале уникальная нижегородская гармонь. Это уникальнейшее дело для души, для психотерапии, для чего угодно. Для компании, для любой. Вы сыграете, что учить. Научиться можно за 5 минут. Эстафету музыкальных поздравлений подхватывают вечером уже девушки из комбинации. Перед концертом кумиры 90-х успевают дать небольшую пресс-конференцию. Рассказывают, за все время существования группы через коллектив прошло человек 40. И только солистка Татьяна Иванова все это время оставалась в коллективе. Вот и шутит. Я мешок цемента, сцепляющий комбинацию. Кстати, у комбинации, как и у Эжвы, в следующем году очередной юбилей. Его проведут, конечно, на сцене. А наш регион, как выяснилось, группа уже хорошо знает. Все успели посмотреть, мы у вас не первый раз. Мы у вас были очень давно, когда некоторых из вас вообще еще на свете не было. Потом были позже, когда некоторые появились. И, собственно говоря, 3 года назад были, да? Как выяснилось, да. Сегодня. Поэтому, да, это регион знаком нам. Мало того, что не только Сыктывкар, Ухта, Инта и далее по списку все отъезжено, проезжено, поэтому... Собственно, ничего нового такого глобального для себя мы не видим. Но здесь очень много домов у вас построилось, это радует. Перед выходом самой комбинации на разогреве местные народные и рок-коллективы. Но стоит только звездным девушкам появиться на подмостках и затянуть столь знакомые «Вишневая девятка», «Russian Girls» и «Бухгалтер», как весь стадион начинает бурно аплодировать. Вот он такой простой бухгалтер. Выступление звезд завершает по уже доброй эжвинской традиции фаер-шоу и салют. Ольга Ануфриева, Константин Куратов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.